20 ноября во всем мире, в том числе и в нашей стране, отмечается как День ребенка. А началось все в 1959 году, когда на Ассамблее ООН была принята Декларация прав ребенка. Этот же день, 20 ноября, но уже спустя ровно 30 лет, в 1989 году, на Генеральной Ассамблее ООН принимают и Конвенцию прав ребенка. В любом развитом, уважающем себя обществе дети – главная ценность. Соответственно, и в Чеченской Республике жизнь и здоровое развитие ребенка – главная задача государственной важности. Слишком хорошо памятны нам события не столь отдаленные. За годы боевых действий в Чеченской Республике по разным оценкам погибло от 30 до 70 тысяч детей в возрасте до 16 лет. Получили ранения и увечья более 100 тысяч. Можно было бы бить себя в грудь и кричать «не простим, не забудем», а толку? А сколько таких детей, у которых на глазах погибли родители, братья и сестры, друзья и родные, да даже незнакомые люди? Кто скажет, что стало с их психикой и сколько их? Не зря в психологии отмечена такая категория людей, как дети войны. А дети Чеченской войны – свидетели самых чудовищных актов человеческой жестокости. В их психике произошли необратимые нездоровые процессы. Дети Первой войны уже стали взрослыми. Именно среди тех, кто в 94-96 годах был в дошкольном или младшеклассном возрасте, участники незаконно вооруженных формирований находят целевой контингент для вербовки в свои ряды. Смертникам, взрывавшим себя на улицах нашей республики в течение 2009 года, в подавляющем большинстве было от 18 до 25 лет. Вот и сосчитайте, сколько им было тогда, в ту Первую войну. Не напрасно воспитание здорового поколения объявлено руководством Чеченской Республики первостепенной задачей. Реализуемая в республике программа духовно-нравственного воспитания в первую очередь направлена на детей и молодежь. Скептики видят нешариатизацию общества, уповая на то, что вот, мол, принуждают девушек к длинным платьям и платкам, ограничивают свободу личности запретом курения и выпивки. Позволю себе вам возразить. То, о чем вы утверждаете, только видимая часть айсберга, да и то довольно легко вами интерпретированная. В основе программы лежат гораздо более существенные цели – воспитание духовности и высокой нравственности, пропаганда здорового образа жизни и спорта, возвращение в лоно исламских ценностей и национальных традиций. Если же под свободой личности подразумевается аморальный облик и прозападная развращенность, извините, но подобное никогда не было характерно для чеченцев. Ни выселение 44-го, ни войны 19 века, никакие другие политические или социальные катаклизмы не ассимилировали чеченцев. Ни в кого, если можно так выразиться. Так будет и на этот раз. Города и села республики возрождаются из пепелищ. Вместе с тем возрождается и гражданское общество со своими традиционными устоями и ценностями. Ведь удалось же за кратчайший срок преодолеть проблему наркомании, в том числе и детской. Решена проблема детей-сирот. Как-то президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, выступая перед общественностью, отметил: у чеченцев никогда не было брошенных детей и забытых родителей. Буквально за последующие несколько месяцев проблема была решена. Сам Рамзан Ахматович усыновил 6. Этим преподал урок всем. Мы пригласили сирот, полусирот, детей из малоимущих семей и детей с ограниченными возможностями. Мы раздадим им игрушки, мягкие игрушки, организовали сладкий стол и сладкие пакеты. В этих пакетах находятся конфеты, печенье, вафли, рулеты, в общем, все сладости, которые любят наши дети. День ребенка. Красивые слова. Но почему только день? Ведь вся жизнь полноценного человека направлена на то, чтобы воспитать из своих детей достойных людей. А учитывая то, что многие дети в вихре войны остались без родителей, давайте будем уделять внимание не только своим, а всем, кому оно жизненно необходимо. Ведь от того, что все дети вырастут здоровыми и высоконравственными, в итоге выиграет все общество. И тогда мы снова сможем гордиться тем, что величайший поэт всех времен Александр Сергеевич Пушкин написал поэму «Тазит». Помните, как старик Адык отдал сына на воспитание в чеченскую семью? И, возвращая отцу уже возмужавшего юношу, наставник чеченец говорит такие слова: «Прошло уже немало лет с тех пор, как ты ко мне пришед, вручил мне слабого младенца, чтобы трудами из него я сделал храброго чеченца». Так давайте же соответствовать своей исторической правде, помнить и заботиться о своих детях не один день в году, а все время. Нам нужен мир, прекрасный мир, улыбчивое детство. Нам нужен мир,
Прекрасный мир, полученный в наследство. قام دو مسر وديك غردو مسر خزا غردو هون اجي وي داق يشدو